Смотрите этот турнир по телевизору, потому что атмосфера просто какая-то сумасшедшая здесь. Здесь горят огни, да, в общем-то танцуют огромное количество людей с флагами. И поддержка, ну, просто нереальная. Нурулла Алиев сейчас выходит к клетке. Вот он на ваших экранах. Боец из Таджикистана. И здесь, мне кажется, ну вот вообще не осталось ни одного болельщика из Таджикистана, который бы просто сидел. Я имею в виду на своих местах. Все скачили на ноги, все тут действительно пляшут, танцуют и размахивают флагами. И очень активно своего соотечественника поддерживают. Непобежденный боец, 5 боев у него за плечами. При этом ему всего лишь 22 года, рост 178 сантиметров. Естественно, было много переносов этого поединка с Кириллом Крюковым. Ну и Нурулла Алиев, в общем-то, является классическим борцом. Это вообще, в принципе, классическое противостояние ударника и бойца, хотя Нурулла, в общем-то, не боится и разменов в стойке. Первый бой провел в 2018 году в турнире «Битва на Волге». Там провел первые 3 боя. Потом участвовал в поединках GFC против Рамазана Амирова. И последний бой был на Fight Nights Global против Александра Гребнева. Его он выиграл единогласным решением судей. Было это в конце декабря 2020 года. Таким образом, 5 боев, 5 побед, ни одного поражения и 1 победа досрочная. Нурулла Алиев. В красный угол. Добро пожаловать, боец из России. Встречайте, Кирилл Крюков. Рассудит Кирилла Крюкова и Нуруллу Алиева. Промежуточная весовая категория до 75 килограммов. Вы смотрите турнир памяти Абдулманаба Нурмагомедова на Матч ТВ. Все готово к началу этого боя. Как долго все шли к этому поединку. И вот он начинается. Смотрим. И как же здорово, что наконец-таки есть фанаты на трибунах. Как долго мы их не видели. Поддавливает Нуруллу Алиев. Работает джебом. Кирилл активно перемещается. Сокращает дистанцию Алиев. И готовит правый прямой. Или проход. Да, но были ожидания, что, конечно, постарается решить все именно в борьбе. Нурулла Алиев попал с левой руки. Нурулла сохраняет дистанцию. И первый попытка прохода, да. Широкая защита. Естественно, Кирилл Крюков изучал Нуруллу Алиева и готовился к борьбе. Выдергивает. Да, есть тейкдаун. Гард. Что сделает Нурулла Алиев? Самое начало встречи, и он начинает атаковать. Но отталкивать пытается подняться Крюков, пока не очень удачно, но со второй попытки все-таки встает. Но и снова же его вот так опрокидывает вниз Нурулла. Под 2 ноги. Наверняка многие из вас нашли сходство между Нуруллой Алиевым и Хабибом Нурмагомедовым. Внешне совершенно точно он присутствует, но и стилистически также есть. Нурулла Алиев не раз говорил, что часто путают его с Хабибом и предлагают сфотографироваться. Хорошая борьба. Постоянно наседает Нурулла Алиев. Да, пытается заблокировать ноги соперника. И вот сейчас, да, отталкивается как раз от сетки Кирилл Крюков. Но далеко оттолкнуться не получилось. Чистых попаданий не так много. И здесь, конечно же, ищет момент Кирилл Крюков для того, чтобы все-таки подняться. Закрыл гард. Отбросить соперника не удается. Нашел угол для атаки Нурулла Алиев. Да, довольно неприятные удары. Вот сейчас прилетают, четкое попадание. Апеллирует к рефери сейчас Кирилл Крюков. Что-то там было не так. Здесь в этом шуме, конечно, вообще, если кто-то что-то слышит и видит ли. Еще одна попытка выбраться. Контроль 2 ног со стороны Нурулло. Но не тут-то было. Опять на 5-ю точку приземляет Алиев оппонента. Середина первого раунда. Очень много борьбы, как ожидалось.
В одну ногу проходит Нурулло. И нет, тейкдауна не будет. Бросить не получилось, да. Пытается вот так вот оттолкнуть от себя Крюков соперника. Но мертвой хваткой буквально вцепился Нурулло. Опять пытается перевести и получается на этот раз. Неплохо встает из борьбы Кирилл Крюков и довольно много сил тратит Нурулло Алиев. Конечно, очень хороший темп. Он выигрывает этот раунд. А вот здесь попытка набросить треугольник со стороны Крюкова. Необходимо обойти плечо. Пока не получается. И прекрасно понимает всю опасность Нурулло. Нет, не будет здесь треугольник. И появится возможность для нанесения ударов у бойца из Таджикистана. Рискует Кирилл. Но опять так ногами упирался в бедра своего соперника, отталкивая его назад. Очень напорист Алиев. Да, ну, конечно, он в своей стихии, да, и пытается все силы выжать из своего соперника, потому что вот эта борьба, она весьма энергозатратная. Да, много сил уже потрачено. Фактически это бой по средней весе. И вот здесь попытка треугольника. Вы Да, посмотрите. хорошо закинул Есть высоко замок. ноги сейчас Крюков. Но осталось только руки разорвать. Еще сопернику. минута. Что делает Кирилл Крюков? Вы посмотрите, он скручивается. И это шанс для Кирилла. Замок необходимо сделать плотнее, но пока продолжает поступать кислород. Еще одна попытка. Да, Необходимо кстати, руку вот к себе. сейчас вытащил. Максим Протасов все видит, все контролирует. Но нет, да, потом там уже отпустил руку своего соперника Крюков. Можно И бить в голову, и необходимо растянуться Кириллу. Замок недостаточно плотный пока. 25 секунд. Тяжелое положение у Нурулло Алиева. Голову к себе, и пошли удары от Кирилла. Но как молодец, как справился с ситуацией сейчас Кирилл, потому что до этого ничего ему не давал особо сделать Нурулло, и все-таки поймал свой момент Кирилл. Да, есть возможность бить и набирать определенные баллы. Перерыв. Кирилл, ты не прошел? Кирилл Крюков против Нурулло Алиева. Второй раунд уже начался. Ну и в первом, как ожидалось, было очень много борьбы. Да, ее почти целиком и полностью забрал Нурулло Алиев. Но в конце был очень опасный момент. Была концовка раунда. Он сейчас пытается размениваться. Достаточно, кстати, быстрые удары. Пока, несмотря на то, что сил было потрачено в первом раунде очень много. И здесь опасная атака с левой руки от Нурулло Алиева. Много сил, похоже, потратил Нурулло в первом раунде на эти переводы. Неплохо вставал с настила Кирилл Крюков. Готовит правый прямой. И у Кирилла есть преимущество с точки зрения размаха. Здесь выцеливал под правый боковой и посечен Кирилл Крюков. И здесь отстреливается, пошла заруба, удар на удар. Бросается в борьбу. В очередной раз Нурулло Алиев. Не получается перевод, широкая защита от Кирилла Крюкова. Небольшая пауза. Ну здесь опять, да, прихват у сетки и попытка перевода прямо рядом с нашей комментаторской позицией. Прихватывает ноги. И сейчас закрывает гард. Выдергивает на себя. Возможно, опять будет пробовать треугольник Кирилл Крюков. Вставляет ногу под бедро для того, чтобы отбросить соперника. Не так много насыпает ударов Нурулло Алиев. Но продолжает доминировать в борьбе с точки зрения контроля, безусловно. Но сейчас удар не прошел. Вот, а вот сейчас зашел прямо от души. При этом никакой паники в действиях Кирилла Крюкова нет. Да, он понимает и, возможно, предполагал Кирилл, что бой будет идти вот по такому сценарию. Но свои шансы у российского бойца точно будут. Сейчас, да, пытается оттолкнуться ногой от сетки как раз и вывернуться. Но пробивает туда, в ту же область, где есть рассечение Нурулло.
Не удается вывести таз ни вправо, ни влево Кириллу. И Локоть продолжает большого. попадать. Да, Нурулло Алиев с корпуса на голову работает Нурулло. Все как по учебнику. Экватор боя. Пытается, да, отталкивать от себя сейчас Кирилл своего соперника. И появляется удается, и ноги убрал, поднимается Кирилл Крюков. Продолжается борьба в стойке. Коленом по корпусу в область селезенки попадает Кирилл Крюков. Здорово! Поймал на Отрабатывает Нурулло. движение и поймал. И вновь борьба. 2 минуты. В очередной раз пытается минимизировать ущерб Крюков. А у Нурулло как будто бы открыл второе дыхание. В начале Вот раунда здесь казалось, даже что сил опрокинули меньше. подушку, которая вот защищает стенку. С ударом заходит Нурулло, и тут же взрывается публика в Крокусе. Но локтем очень качественно действует Нурулло. Да, он видит, естественно, повреждения на лице у соперника и пытается пробивать туда же. Да, есть вот этот принцип непрерывности борьбы у Нурулло Алиева. Он ведь правда стилистически похож на Хабиба. Да, и минута остается с небольшим до завершения второго раунда. И включается. Плотные попадания от Нурулло Алиева. При этом старается боец из Таджикистана не выбрасывать пустые удары. Выцеливает каждое попадание. Хаммерфисты пошли слева и справа. Высоко отрабатывает ногами Кирилл Крюков. Колено ставил практически под подбородок оппоненту. Да, но все равно соскальзывает оно. И теперь он в гарде отбивается. 30 секунд остается до конца этого раунда, который пока проходит под диктовку бойца из синего угла. Перекрывается Кирилл. Но как же напорит сегодня Нурулло Алиев. Чувствует вот этот голод боев, который присутствует у Нурулло. Выбрасывает огромное количество ударов, просто как пулемет Но пока работает. подставляет локти сейчас Кирилл Крюков. Дотерпел до окончания раунда. Поединка. Но, как и ожидалось, в общем-то, Нурулло верен своей тактике, переводит соперника на канвас и дальше там пытается разбиваться. Но, тем не менее, кстати, достаточно неплохо, я считаю, защищается Кирилл. Всего 5 минут, уже меньше остается в этом противостоянии. Кто восстановился лучше за отведенную минуту? Набрасывает удары Кирилл. Точных практически нет. Опять открывается кровотечение в том же поврежденном месте, в районе правой брови. Ух, сейчас на коротке попадает очень неплохо Нурулло. Но это очень опасная игра вот в эти кошки-мышки в стойке. Правой прямой готовит Кирилл. Да, там серьезное рассечение, и уже все лицо у Крюкова в крови. Да и не только лицо, там еще и на корпусе хватает. Да. Там, конечно, была немного другая борьба. Очень часто брал замок под 2 ноги. Хабиб Нурмагомедов. Но я, кстати, вот удивлен, что Нурулло этим не пользуется. Я прямо ждал от него вот этого. Значит, его полностью устраивает то, что происходит. Да, может быть, сам Алиев хотел бы, чтобы эта встреча была более зрелищной. Кирилл Крюков совершенно точно хотел более уверенно выглядеть в стойке. Но в целом борьба-то достаточно насыщенная. То есть нет такого вот классического залеживания. Да? То есть очень много активных действий. И я соглашусь, что, наверное, все-таки Крюков делал какой-то определенный упор на то, что удастся защищаться от переводов и все-таки поработать в стойке, но не сложилось. И вот здесь опять высоко ногами отрабатывает Кирилл Крюков. Необходимо, да, вывернуться, вывести таз. Нурулло практически ничего нового не делает. Ну а
Зачем чинить то, что работает? Да? То есть он опрокинул соперника, продолжает его вот так вот разбивать. Фактически в креветку скрутился сейчас Кирилл. Алиеву, конечно же, принципиально важно сохранять бдительность до последней секунды. Минута с небольшим до конца этого боя. Просто бетонной плитой лежит Нурулло Алиев на Кирилле Крюкове. Контролирует таз. И сейчас будет подрабатывать. И поднимается все-таки Крюков. Вот это да! Вот из такого положения, из такого тяжеленного для себя раунда. Вкладывает весь корпус Нурулло. Пытается удержать сейчас просто Крюкова. Но необходим форсаж. Последние секунды. Сейчас уже можно рисковать. Ну а есть ли силы на этот форсаж? И за спину заходит сейчас Нурулло. Просто физически вот так стягивает. Уже тоже нет у него сил на то, чтобы бросать. Но за счет мощи стащил соперника вниз. Да, последние секунды. Да, начинается отсчет. И, наверное, уже можно поздравлять Нурулло Алиева с заслуженной трудовой победой в этом поединке. Все. Ликуют болельщики из Таджикистана. Да, и как раз именно к ним побежал сейчас Нурулло. Там просто будут танцы, пляски. Все, главное его сейчас чтобы не утащили туда. И не растащили на части. Вот, возвращается Нурулло в клетку. Но необходимо соблюсти все необходимые процедуры. Вот здесь момент как раз со столкновением головами, после которого открылось рассечение. Заборол Нурулло Алиев Крюкова. Остается непобежденным бойцом Нурулло Алиев. (6-0). У Хабиба 29. Так, неплохой ты мостик построил, я тебе скажу. Мост получается длинный, но кто знает, может быть, Нурулло сделает тоже такую виртуозную, потрясающую карьеру. Ну, как говорил наш великий полководец, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Ничего, кроме уважения после боя. Так и должно быть. Об этом всегда говорил Абдулманап Нурмагомедов. И даже когда были... Друзья, но впереди еще несколько поединков. 2 титульных противостояния. И, конечно же, Шамиль Завуров против Наримана Аббасова в одном из них. Шамиль сегодня проводит последний бой в карьере. Удастся ли ему одержать 41-ю победу? Узнаем в самом конце турнира. Обратимся к судейским запискам. Итак, 30-25, 30-26 и 29-27. Единогласным решением судей. Кто-то один раунд, кстати, отдал Кириллу Крюкову, но, тем не менее, да, единогласным решением судей победу одерживает Нурулло Алиев. И по-прежнему он не побежденный.